ЦИК Абхазии предлагает внести изменения в закон о выборах президента. В парламенте состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике. Депутаты заслушали и обсудили информацию, представленную председателем Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Дмитрием Маршан и его коллегами, которая касается практики применения Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия. В чем суть предлагаемых изменений? Об этом Дмитрий Маршан расскажет в интервью радио «Спутник Абхазия». Здравствуйте, Дмитрий Зурабович. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Итак, сегодня ЦИК проинформировал парламент об изменениях, которые намерен или желал бы внести в закон о выборах президента. Какие изменения были предложены и в чем их необходимость? Спасибо за вопрос. Дело в том, что в основном предложения касались подведения итогов выборов президента Республики Абхазия, увеличения явки, процентной явки избирателей во втором туре, также технические вопросы. Если более детально говорить, то хотелось бы отметить, что в случае, если графа против всех в первом туре набирает первое место, большинство, простое большинство, сегодня в законе не прописано механизма о том, что нужно назначать новые выборы. Все-таки графа против всех в первом туре — это волеизъявление людей. И если их волеизъявление оказывается в большинстве, то мы предлагаем внести изменения в виде того, чтобы мы имели право назначить новые выборы. Так как большинство теоретически, если проголосуют за то, чтобы кандидаты, грубо говоря, они не набирают большинства, а против всех они по своим голосам опережают всех остальных кандидатов, тогда мы считаем целесообразным назначить новые выборы, так как мнение большинства в данном случае должно иметь вес. Вот, кстати, графа против всех, я помню, были какие-то, не то что какие-то, были споры о том, насколько графа против всех, насколько целесообразно вот эту графу содержать. Каково мнение ЦИК по этому поводу? Потому что в 2019 году говорили о том, что это желание Центральной избирательной комиссии, которое было вот таким образом обозначено, но сам закон, он как бы не обязывает иметь эту графу. Так ли это? Нет, Центральная избирательная комиссия не уполномочена на свое усмотрение включать графу или нет. Это прописано в Конституционном законе о выборах президента. Этой графы нет в законе о выборах в народное собрание. Но в законе о выборах президента эта графа, она сохраняется. Это в законе прописано, и мы не имеем права его убирать или добавлять. Это прописано. Если законодатели, они, допустим, оставят или же удалят эту графу, тогда мы будем придерживаться новой редакции закона. Сегодня действующая редакция, она обязывает нас сохранять эту графу. Но мы что хотим модернизировать? Если эта графа в первом туре, она существует, и для того, чтобы она работала, мы предлагаем, если графа набирает большинство избирателей, тогда мы предлагаем назначить новые выборы, чтобы это не формальная графа была, так как волеизъявление граждан должно быть услышанным. То есть, если будет графа против всех, и она набирает... Первое место. Первое место. Да. Вот считается каждая тогда графа мы считаем, отдельно, что да? нет смысла проводить второй тур, предлагаем провести новые выборы с новыми кандидатами. Вообще как бы по-новому все. Так как графа против всех, если теоретически и практически она набирает первое место, то чтобы она была рабочая, эта графа, мы предлагаем провести новые выборы. Это обычное большинство голосов или же какое-то... Это простое большинство по отношению к каждому кандидату. Понятно. Что касается другого вопроса, о котором вы говорили, порог явки. Да. Вот какие здесь, как вы выразились, модернизации предполагаются? Дело в том, что сегодня у нас в законе прописано, что первый тур мы проводим и считаем состоявшимся, если порог явки превысил 50% рубеж. Второй тур 25%. Первый тур, порог явки мы не предлагаем трогать, 50% оставляем. Плюс голос.
50% явки, если обеспечено, то выборы состоялись. Второй тур 25%. Мы предлагаем повысить этот порог до 35%. Для того, чтобы легитимность избранного президента была более обоснована не четвертью, а хотя бы чуть более 1/3. Поэтому мы предлагаем включить поправку в виде 35% вместо 25%. Для того, чтобы выборы состоялись, нужно будет набрать 35%. Старая редакция предлагает, не старая, а действующая редакция предлагает 25%. То есть мы хотим увеличить там. Увеличение, на самом деле, существенное. Вот, также были предложены поправки по поводу того, если вдруг решение Центральной избирательной комиссии кандидаты или граждане, группа граждан обжалуют, чтобы сроки обжалования были обозначены до инаугурации избранного президента, чтобы не было возможности это растягивать на 3 месяца, на полгода, на год, как это в практике у нас бывает. Мы предлагаем вернуться к старой редакции, где сроки обжалования они были обозначены до инаугурации. Это может быть Верховный суд, он может рассмотреть в течение месяца. Но чтобы не было такой коллизии, что избранный президент, он приносит присягу, а потом судебные разбирательства продолжаются, и, как на практике бывает, решение ЦИКа, прошлого состава ЦИКа, было отменено. Потому что оно было нелегитимным, по мнению ЦИКа. И ЦИК назначил новые выборы и провел эти выборы спустя 2 месяца. Вот чтобы мы не повторяли такие ошибки, чтобы наше решение, если оно обжалуется, чтобы это было Верховным судом, чтобы Верховным судом была поставлена точка до инаугурации. Инаугурация у нас когда предполагается? В какие сроки? В течение месяца после избрания. А достаточно ли будет этого времени? Месяц? Так и было, так и работало? Так это было всегда, да. Инаугурация в течение месяца после избрания, она должна проводиться по конституционному закону. Поэтому в старой редакции так и было. Это до инаугурации вопрос Верховный суд решал в течение 2 недель. Для того, чтобы рассмотреть иск, этого, в принципе, достаточно. Там никаких следственных мероприятий не нужно. Просто норма закона была применена, она в конституционном поле или нет. Я думаю, что этого времени будет достаточно. Мы говорили о пороге... По крайней мере, мы избежим таких моментов, когда действующий президент приносит присягу, потом через какое-то время, после того, как он свои полномочия выполняет, оказывается, что он был нелегитимно избран. А как быть тогда с его указами, распоряжениями? Это же все имеет юридическую силу, правильно? А если он нелегитимно был избран, тогда нормативно-правовые акты, которые он, подзаконные акты подписывает, они тоже незаконные получаются. Чтобы вот этого всего избежать, мы предлагаем все-таки, чтобы судебное разбирательство закончилось до инаугурации. Ну, это как бы и стабильность некая, да? Да, конечно, это стабилизирует общество. А что касается порога явки, вы сказали, какие изменения, да, там 50%, и вы 25% предлагаете на 35%. Что касается конкретно подсчета голосов, когда тот или иной претендент набирает, определяется победителем, например, что-то в этом плане меняется? Есть у нас предложение по поводу того, при подсчете учитывать ли недействительные бюллетени. Так. То есть это те бюллетени, которые в процессе голосования были испорчены. Такой процент явки тоже присутствует.
Если это предложение одобрят парламентарии, тогда эта норма будет и на выборах президента, и на выборах, и на депутатских выборах, она будет идентичная. То есть подсчет будет по действительным бюллетеням, которые мы можем определить за того или иного кандидата или против. Но те, которые испорчены, мы предлагаем их не вводить в список явки, они будут присутствовать, но в подсчете, если два кандидата, условно говоря, баллотируются, и один набирает больше другого, испорченные бюллетени, тому, кто на первом месте, он должен выиграть и количество испорченных бюллетеней. Только тогда он может быть по действующему закону считаться избранным президентом или депутатом. Так, вот здесь мне нужно собраться с мыслями. То есть, смотрите, вот у одного кандидата, например, там, допустим, 10 испорченных бюллетеней, у другого 5. Первый, допустим, выигрывает. И так не бывает у одного и у второго испорченные. Испорченные, они общие. Они общие испорченные, потому что неизвестно, за кого хотел тот или иной избиратель проголосовать. Может быть, он умышленно испортил, но они общие для всех. Так, и что вот будет, если, допустим, вот у одного большее количество голосов, у второго меньше, и вот эти, допустим, 10 испорченных бюллетеней, как это будет соотноситься к каждому из них? Вот дело в том, что в первом туре, это в законе о выборах президента и в законе о выборах депутатов, в первом туре в действующих законах прописано, что действительные бюллетени подсчитываются, а во втором туре эти действительные бюллетени не подсчитываются. То есть ты простым большинством выигрываешь своего оппонента и ставится точка по итогам. Вот. Мы предлагаем одни и те же правила ввести, что в первом, что во втором туре. Поэтому считаем более логичным, потому что недействительный он на то и недействительный бюллетень, что не должен, по идее, влиять на итоги выборов. Правильно ли я помню, что выигрывает тот кандидат, который 50% плюс 1 голос? Так? В первом туре, да. Да, в первом туре. А во втором сейчас остается так же, или же будет, как предлагалось тоже некоторыми депутатами, с такими же условиями, как и в первом туре, либо все-таки с тем, что их количество, ну, просто большое, простое большинство. Простое большинство, да. То есть второй вариант остается. Дело в том, что первый тур, чтобы выиграть с первого тура, нужно набрать 50 плюс 1 не простым большинством, а в совокупности. Ты должен выиграть всех в совокупности. То есть, если баллотируются, условно говоря, 3 кандидата, ты один должен набрать больше, чем они вдвоем. То есть абсолютное большинство. Во втором туре это простое большинство. Все, так это и остается. Да, пока действующее законодательство, да, так оно нам предписывает. Какие-то еще либо уточнения делал ЦИК, вот какие-то изменения в закон о выборах президента? Да, мы еще предложили в статью по поводу проведения второго тура, если вдруг 2 кандидата, которые прошли во второй тур, один из них снимает кандидатуру, между первым и вторым туром у нас 2 недели для того, чтобы мы подготовились и чтобы кандидаты тоже работали над своими избирателями. 2 недели, в процессе 2 недель мы изготавливаем новые бюллетени для того, чтобы включить лидеров гонки. Вот. И мы предложили, если вдруг за неделю до назначенной даты выборов второго тура, если один из них свою кандидатуру снимает, чтобы мы могли выборы на неделю перенести, потому что в бюллетенях, чтобы это не было вручную, вычеркивать кандидата, который выбыл, чтобы мы это не делали в ручном режиме, чтобы напечатать новые бюллетени, нам вот это время нужно для того, чтобы все это юридически оформить грамотно. Вот такое предложение было с нашей стороны. Как восприняли депутаты, так вот в общем, они ознакомились с тем, что вы предлагаете, как была воспринята эта информация?
Были некоторые уточняющие вопросы. Это, в принципе, предложения, которые мы озвучили. Мы проговаривали эти моменты с депутатами и по их просьбе, и по нашей просьбе. Это взаимное движение друг к другу было. И те депутаты, которые недавно ознакомились с этим предложением, были уточняющие вопросы, на которые, в принципе, они получили ответы. И к тем предложениям, там 5-6 предложений было, к этим предложениям, в принципе, у них претензий никаких не было, потому что это не только упрощает процедуру подведения итогов, а это говорит о более честном избирательном процессе, потому что все-таки, если равные условия, плюс еще и графа против всех в первом туре, она будет не формальная, а будет рабочая, и набирает она большинство по отношению к кандидатам, новые выборы проводить, я думаю, что, во-первых, наше предложение было одобрено по поводу того, чтобы проводить новые выборы, потому что если большинство говорят, кандидаты недостойны, все-таки это сигнал и для предвыборных штабов, и для кандидатов, чтобы обществу выдвинули новых лиц. Вот из этих соображений мы сделали такое предложение. В целом депутаты дали поручение и правовому, и законодательному отделу в самом парламенте, чтобы данные поправки были уже юридически и технически проработаны и включены как проект поправок. И когда этот проект поправок будет готов самими парламентариями, они уже будут проводить расширенное заседание, комитетское заседание, где уже непосредственно вот то, что мы сейчас озвучивали, будет прописано в какой статье, в каком пункте. И если парламентарии они одобрят большинством голосов, в любом случае потом уже будут выносить на сессию, на расширенное заседание сессии, и там уже этот проект будет обсуждаться. Вот о необходимости вот этих изменений говорилось как бы неоднократно и не этот год. Как вы считаете, не только сейчас, как бы, да, и ранее тоже. Это была инициатива ЦИК, это все-таки были, может быть, депутаты как-то какие-то запросы давали. Как это происходило? Дело в том, что вы знаете, что предыдущий состав Центральной избирательной комиссии, решение которого было отменено Верховным судом, они неоднократно в парламент обращались, в Верховный суд, в Конституционный суд, растолковать ту или иную норму, как быть им в такой ситуации, в другой ситуации. И по моей информации и по информации моих коллег, они никакого ответа не получали. И вплоть доходило до каких-то там джентльменских соглашений, что нынешний состав Центральной избирательной комиссии в целом не приветствует, потому что мы должны придерживаться буквы закона, и то, как в законе прописано, чтобы было все растолковано. Из-за того, что не было однозначно прописано, и не было ответа ни от парламента, ни от Верховного суда, ни от Конституционного суда, бывший состав Центральной избирательной комиссии вынужден был прибегать вот такого рода джентльменским соглашениям. Что чревато, в принципе, потом возмущениями, конфликтными ситуациями и так далее. Все-таки надо сделать так, чтобы и мы, учитывая уже, скажем, историю правоприменительной практики, мы понимаем, что это и нас может коснуться. Нас не только как членов комиссии, но и вообще наши выборы в перспективе. Были вещи, которые, скажем, не удалось Центральной комиссии раньше решить. Но сейчас мы пытаемся, исходя из предыстории, скажем, той, которую мы озвучили, и которую мы все прекрасно знаем, чтобы до новых выборов, а это будет через год, грубо говоря, чтобы мы к этому не подходили в сыром материале. Поэтому решили проработать это заранее. И понимание со стороны парламентариев мы, в принципе, находим. Мы также подчеркнули, что если наши, скажем, предложения, они
не будут, скажем, приняты, то чтобы они свои предложения внесли, но чтобы это было четко прописано, чтобы не было двоякого толкования, и чтобы потом те нормы, которые прописаны, чтобы они не оспаривались никем. Потому что когда четко прописано, никаких споров нету, ты придерживаешься буквы закона, там все прописано, и никаких проблем ни у избирателей, ни у кандидатов, никаких вопросов возникать не будет. Тем не менее, весь вот этот процесс тоже требует какого-то времени, до выборов, как мы уже сказали, там около года. Год, да. Да. Вот. Достаточно ли времени? Да, конечно, времени достаточно. Мы просто не стали ждать ответа от парламента, что они сами подготовят какой-то материал. Если бы что-то было бы там уже готово, мы, в принципе, об этом уже знали бы там, да? Вот, поэтому мы эту работу решили инициативу в свои руки, да, для того, чтобы как-то этот процесс сдвинуть с мертвой точки, потому что, еще раз повторяю, предыдущий состав ЦИК обращался в разные инстанции, где не получили ответа. Поэтому мы уже не стали растолковывать то, что прописано, а предложили свой вариант, который как-то разрядит, наверное, обстановку. И по тем же, вот я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что все-таки все судебные решения, они должны заканчиваться до инаугурации избранного президента, для того, чтобы не было коллизии никакой. Какой из моментов, которые вы предлагаете, вы считаете наиболее непросто воплотить? Я думаю, здесь, если исходить из здравого смысла и здоровой логики, здесь нет таких предложений, которые могли бы быть, скажем, там, принципиальные для кого-то. Если это не будет иметь какую-то политическую подоплеку, то в целом это за то, чтобы права наших избирателей и активное и пассивное право было воплощено. Все-таки это блок, Центральная избирательная комиссия воплощает права человека, связанные с политическим блоком. Есть индивидуальные права, личные права и свободы человека, есть социально-экономические, есть политические. Это блок политических прав. Для того, чтобы эти права были более четко прописаны, мы предлагаем их вот в такой форме. И вот в первом туре графа против всех, если все-таки набирает большинство, мы не считаем целесообразным проводить второй тур. Потому что люди в большинстве говорят, выставляйте новых кандидатов, не хотим тех, кого вы выставили. Их голос должен быть услышан. И тогда целесообразности проводить второй тур просто не будет. Проще провести новые выборы с новыми кандидатами. Спасибо вам большое, спасибо за разъяснение, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Я напомню, что председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан рассказал о том, какие изменения в конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия предлагает внести ЦИК. Спасибо. Вам спасибо.